Всем привет, дорогие телезрители! Вы смотрите новый проект на канале Якутия-24 НВК Саха «Подворье». Это замечательная передача, в которой мы ежедневно в 11:30 рассказываем о том, как живут люди на своих дачных участках. Мы занимаемся декором, мы говорим о растениеводстве. Мой коллега Дима Аргунов занимается благоустройством. Ну а мы сегодня приехали в гости к главе крестьянско-фермерского хозяйства Юлии Гвиняшвили. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы обратите внимание, мы сейчас стоим, рядом с нами, якобы, думаю, теплица, да? Но мы сегодня приехали, чтобы познакомиться именно с хозяйством Юлии, а это птицы. Птиц здесь очень много, поэтому, оператор, проходите к нам. Ну и мы начнем, давайте сначала вспомним. Юлия, вот вы сколько лет занимаетесь таким увлекательным делом, разведением птиц, животных? Когда все начиналось? Птицы мы с мужем занялись где-то в 90-х годах. Еще в свое время был ООО «Птицевод» Леонид Захарыч, который привозил у нас в республику гусят, утят, цыплят. Потом немножко предприятие распалось, на какое-то время у нас было затишье, но мы брали на летний период курочек птицефабрики и простых кроликов. И только вот в 2013 году, уже когда мы искали себе поголовье, мы поняли, что здесь нету ни пород, ни видов, и вот начали все это более углубленно изучать. Появился интернет, где можно было найти что-то такое необычное, и оттуда уже начался наш путь. В 2014 году мы открыли крестьянско-фермерское хозяйство с помощью биржи труда. Первая помощь нам была оказана биржей труда, мы получили 81 тысячу и построили первый крольчатник. Мы открывали кроликоферму. В 2015 году мы уже пошли на конкурс «Начинающий фермер», и мы уже открыли птичью ферму, то есть в параллель кроличьей ферме. Ну и вот уже, получается, 8 лет мы как крестьянское хозяйство. Ну вот, давайте поговорим сегодня о птицах. Забегая вперед, хочу сказать, что здесь, на этой ферме, мы будем проводить не один эфир, а несколько эфиров. Сегодня говорим о птице. Завтра еще у нас будет материал про кроликов и про козочек. Поэтому тем, кому интересно, следите за нашими эфирами. Но сегодня птички, курочки, перепелки. Пройдемте, посмотрим. Итак, здесь находится наш детский садик. Детский сад. Ясельки, да. Первые, правда, ясельки начинаются с инкубатора. Да. Из инкубатора уже птичка попадает к нам сюда, попадает в брудера. Вот здесь вот прямо вы можете увидеть суточных цыплят. Им всего лишь сутки? Им всего лишь сутки, да. Они здесь у нас и ночуют, то есть включается инфракрасная лампочка, им тепло, хорошо. Сейчас цыплятам в этом возрасте нужен только сухой корм и водичка. Сейчас у нас есть предприятия, которые привозят сразу профессиональные корма. И не надо, как раньше, в бабушкины времена, варить яички, пшеночки, кашки. Да. То есть универсальный корм и водичка, и ваш цыпленок будет здоров. Это несложно. Потом у нас уже с этих брудеров... Здесь вот как раз у нас цыплята, вот вы смотрите, мясо яичного направления. Мясо яичное направление – это практически получается домашняя курочка, которая сама может вывести яичко. Это курочка, у которой будет и яичко, и мяско. Вот оно. Да, чем они отличаются? Куры делятся на категории яичное направление, мясо яичное направление, кроссы и бройлеры. Потом мясо яичное направление – это вот, покажу вам сейчас вот на примере, это вот курочки хайнлайн. Вот они бегают, рыженькие курочки, это как у нас на птицефабрике. Мы выводим их тоже с яичка. В 4,5 месяца эта курочка уже начинает нести яйца, но мясо вы от нее не увидите. То есть это будет хороший наваристый бульончик, потому что птичка отдает все на яичко. Они несут около 300 яиц в год. То есть, соответственно, это курица, которая должна нести почти каждый день яйцо. И, естественно, она все свои силы отдает на яйцо. И мясо на ней вы не увидите. Потом делятся дальше птички на мясо яичное. Мясо яичное, у них уже есть и мясо, и яйцо. Но яйца меньше, чем у яичных. Но мясо не столько, сколько у бройлера. То есть усредненный вариант, они несут и яйцо, и мясо. И вот больше такую птичку любят в наших подворьях. Ну, то есть вот частники вот сюда вот они сидят. Это, получается, 1,5-месячные цыплятки. Они уже вышли из брудера, они уже бегают свободно, ночуют на
полу спокойно. Но все равно на ночь им включается лампочка, пока ночи холодные. И они так вот у нас. Тоже у них сухой корм и водичка. Добавляем вот травку, какие-то витаминки они сейчас получают. Почему в теплицах? Потому что это солнышко. Это опять же прямой витамин D. Ну это вот о мясо яичных. После мяса яичных мы еще вот занимаемся, можно я вас покажу? Мы занимаемся кроссами. Кроссы это вот птички, которые именно мясного направления и яичного. Максимум яйца, максимум яйца. Это получается голошейки. Вот то, что голые шейки, это не общипанная курочка, это вид такой курочки. У нее потом она становится красивая красная шейка. Птица большая, забивается в 4 месяца. И яйца несет она довольно-таки много. Яйцо крупное. И птичку эту уже полюбили у нас во дворах Якутии. Сначала она как бы отпугивала людей, всем казалось, что она вся ободранная, общипанная. Но когда люди попробовали мясо, посмотрели продуктивность, то уже как бы стали по-другому. Можно я закрою? Так, это значит уже те, которые это дают уже и кросс. мясо, Кросс. и- Да, это все мясо и яйцо. Здесь есть цветной бройлер, у которых не голые шейки. Вот цветной бройлер, он отличается от голошеек тем, что они несут побольше яйца, но чуть-чуть поменьше тушка у них, они пониже. Здесь все принципиально важно, да, вот именно когда заводишь птицу, ты должен понимать, для чего тебе. Да, мы сразу объясняем также нашим клиентам, что есть птицы разных направлений, а у нас многие приходят, они даже не знают, что нужен петушок для оплодотворения яйца, что там некоторые даже не знают, что курочка без петушка может нести яйцо, думают, что только... Ну, то есть вот таких вот странных вопросов очень много, поэтому мы начинаем сразу с консультации. У нас обязательно идет консультация, что кто хочет что вы хотите. Допустим, на летний период дачники у нас берут в основном только яичное направление, потому что круглогодичным содержанием они не занимаются, а держать, еще сразу скажу, вот по ценам, мясо яичная курица, взрослая, уже несущее яйцо, стоит 1000 рублей. А курочка-несушка с птицефабрики стоит 300 рублей, уже, которая полноценно несет яйца. Естественно, дачнику, чтобы не было больших затрат на этот маленький период, выгоднее взять птицу с птицефабрики, которая ему все лето отнесет нормальное количество яиц. Да. Если человек уже будет держать круглогодично, то, конечно, лучше взять мясо-яичную породу, которая будет в дальнейшем и размножаться. Птицефабрика, кстати, это кросс. Чем кроссы отличаются от породы? То, что кроссы, они искусственно выведенные с разных пород, и дальше они при разведении распадаются. Распадаются на те породы, из которых они собраны. И в дальнейшем они уже не дадут такую продуктивность, их дети не дадут продуктивность такую, которую дает от родительского стада. И поэтому каждый год это яйцо нужно обновлять, и каждый год цыплят нужно обновлять. А мясо яичное, они идут в разведении в себе. То есть вы можете несколько лет от своего поголовья иметь своих цыплят, свое мясо, свое яйцо. И поэтому тут каждому клиенту нужно подходить индивидуально. Кто-то хочет красоту, кто-то хочет яйцо, кто-то хочет только мясо. Так, а что у нас, что касается перепелочек? Перепелочки, здесь вы видите, это молодые перепелочки, они только начали нестись. Это техасцы и немножко золотых. Перепелка продуктивна только год. То есть она вам первый год отнесет яйцо, буквально каждая девочка яйцо в день. А потом уже после года продуктивность у них падает. Содержание перепелок, конечно, немножечко отличается от курочек, даже не немножечко, а клеточки должны быть не выше 30 сантиметров высота клетки. Клетка должна быть притемненная, чтобы не было расклева. Потому что эта птичка такая диковатая, они бывают, что при половозрелости начинают расклевывать друг другу головы, вырывать хвостики, крылышки, и начинается каннибализм. Поэтому вот эти условия обязательно нужно. Наклонный пол, чтобы яичко выкатывалось, чтобы они не клевали яичко. Это если создав такие условия, то вообще птица неприхотливая. Перепелка Да, нормально, да. И сейчас, допустим, перепелиное яйцо очень популярно стало, да, сейчас? Прям на прилавках магазинов. на прилавках, да, потому что яйцо, оно получается гипоаллергенное, также оно содержит больше витаминов, чем в курином. И птица сама практически не болеет никакими болезнями. И содержать она не создает много места, чтобы содержать.
Сейчас ребятишки, детки очень любят маленькие яички, поэтому, ну, и салаты украшают, и вообще полезность яйца. Потом все, кто после химиотерапии, после каких-то тяжелых операций, им тоже рекомендуют всем перепелиное яйцо. Ну, То есть просто яйцо есть. получается вопрос всегда, с курами проще или с перепелочками? Ну, тут вопрос, конечно, двоякий. Да, курочки, они, конечно, и растут дольше, и дождетесь вы от них результата дольше. От перепелок. Перепелка сама инкубируется за 17 дней. То есть вы положили в инкубатор яичко, через 17 дней у вас уже появился цыпленок. Вот давайте вот сейчас я вам покажу здесь перепелят маленьких. Здесь их, правда, немножко осталось, но уже показать могу. Да. Вот перепеленок, он, получается, вот родился. Это уже подрощенные, это уже чуть-чуть больше перепелята, чем они родились. То есть вот за 17 дней в инкубаторе вырастает... Да, уже вот такой родится цыпленок. Вот эти маленькие, им уже 2 дня. Вот чуть побольше, им уже неделька. И в месяц они уже вот такие, как взрослые перепелки. В 2 месяца, даже не в 2 месяца, с 45 дней до 60 дней перепелка уже начинает нести яйцо. Это зависит от корма. Да. По продажам она тоже более выгодная, потому что цыпленок растет 3-4 месяца, он стоит 350-400 рублей. А перепеленок выращенный месяц уже стоит 350. Ну, то есть несущая курочка уже стоит 350. Какие они хорошие. В этом смысле, конечно, если считать продуктивность, то смотря что вы выбираете, тут сложно сказать. Но сейчас в наших дворах можно содержать, пожалуйста, часть перепелочек, часть уточек, часть гусей, там, часть индюшат. Раньше у нас были водоплавающие птицы. Сейчас мы от водоплавающих птиц отказались, потому что все-таки я считаю, что чтобы они были продуктивными, нужно на участке иметь какой-то водоем. Так, а давайте, Юлия, если все-таки поговорить по каких-то эксклюзивных или уникальных по курочках. Ну вот у нас, что? во-первых, здесь вот бегают китайские шелковые, вот 2 маленьких курочки, петушок и курочка, да. Эти курочки в Китае считаются, ну, как деликатесом, лечебным мясом. У них черное мясо, черные косточки. Да вы что, прям все черное? Да, у них перышки пушистые, то есть не как у обычной курочки, как замочки, у них пушистые, поэтому они вот и смотрятся как кролики, вот прям пушистые. Их очень любят за как декорацию. Они несут яичко. Я не скажу, что они несут много яичка, но яичко от них можно увидеть. И у нас очень любят их во дворах. Для красоты больше. Они бывают разных цветов. Самые красивые это белоснежные, белые. Есть палевые, есть черные, есть далматинцы, серебряные. То есть окрасов много. А что касаемо вкуса мяса? В основном идет продажа молодняка. У нас даже крестьянское хозяйство было создано именно с целью того, что мы будем выращивать молодняк и продавать для населения. Мы не преследуем продажу мяса. Хотя сейчас в наше время с мясом вообще, с продажей очень сложно стало. Нам запретили забивать на своих дворах мясо, требуют убойные цеха. А чтобы создать убойный цех, это, во-первых, большие вложения и требования. То есть уже в частном дворе убойный цех не откроешь. Мы ни под одному санитарному требованию не подойдем. Так, ну что, касаемо курочек-то, в принципе, все. Да, значит, наши советы какие для тех, кто хочет завести курочек или перепелок дома? Во-первых, понять, для чего хотим. Яички или мясо интересует. Затем понять, на какой срок хотим, да? Да. То есть, если мы круглогодично, нужно выбирать определенную породу птицы. Если нам только на лето, тоже есть такие варианты, да? Есть на быстрое мясо, которое, вот, допустим, обычный белый бройлер, сейчас его здесь нету, он растет всего 50 дней. И за 50 дней можно уже вырастить 2,5 килограмма мяса. Вот эти за 4 месяца растут. Ну, то есть тоже нужно. Кто-то в отпуск уезжает, ему нужно быстро вырастить мясо, кто-то... От погодных условий, от содержания зависит. Вот, допустим, у нас вот эта поликарбонатовая теплица, она стоит здесь уже 6 лет. И получается, что кто-то мясо выращивает, кто-то овощи, фрукты выращивает в теплицах, мы выращиваем мясо. Это очень удобно, потому что они защищены от ветра, у них здесь стабильная температура,
если холодно ночью, мы включаем дополнительные инфракрасные лампочки. Эти лампочки, помимо того, что греют, они еще и являются бактерицидными. То есть и они не мешают глазкам птички. Не Юля, ну а беспокоят. тогда вот вопрос, да? А проблемы, с какими проблемами могут столкнуться люди, которые завели себе птицу? Болеют, может быть, часто чем-то? Ну, Может, тут вообще, советы какие-то? Если яйцо у вас привозное и цыпленок привозной, я всем советую в самом начале, вот до 10-го дня, 7-10 день провести им пропоечку. Пропойка идет сразу, чаще всего универсальную делаем, чтобы их стерильными сделать. И дальше птицу уже поить не надо. И рост будет хороший, и все. И не надо пугаться, что вы запоите антибиотиком, это уже будет, ну, как вот у многих в голове откладывается, Да, что да, вот да, что я уже. не буду, я буду растить здоровую птицу без лекарств. Ничего подобного. Я лучше съем, как сказать, профилактику проведенной птицы и здоровую, чем эта птица будет больна или сальмонеллезом, или еще что-то. А с больших ферм часто завозится эта инфекция. Поэтому вот в первые дни мы делаем им пропоечку. И все, дальше уже птица растет вся стерильная. Во-первых, когда вы собираете еще с разных хозяйств, обязательно нужно проводить какую-то профилактику, потому что даже в моем хозяйстве я могу сказать, что у нас есть своя микрофлора. И она может быть опасной микрофлорой для другой здоровой птицы. Здесь по-своему здоровая птица, там по-своему здоровая птица. Но при совмещении они могут дать такой сбой. Ну, а вообще курочки с перепелками дружат? Перепелки, они сидят в клетках. Перепелка — это та птица, которая растет только в клетках. Вы ее не выпускаете Нет, вообще? нет. Перепелка, она, во-первых, летает. Это птица, которая живет только в клетке. Клетка должна быть определенной высоты, определенной притемненности. Ну, то есть оно занимает немного места. Вот они, две красавицы вот эти вот. Вот они, вы вышли к нам. Так, ну что, у нас остается всего 3 минуты до окончания эфира, да. И давайте мы про курочек вроде бы это все понятно, про перепелок понятно. Давайте покажем наши больших, да, уже курочек. Это с детского сада уходим. С детского сада уходим и идем До курочек. до курочек туда. По дороге вы можете увидеть индюков. Индюки, какие огромные. Да, в нашем хозяйстве есть индюки, курочки, перепелки, кролики и козы. Но о них мы расскажем вам в следующий раз. Да. Так, ну и вот если взять все-таки вашу деятельность, да? А вы помните свою первую птичку? Ну, Кто первая это был? птичка, как и у всех, наверное, это была птица якутской птицефабрики. Ага. Хайнлайн. Раньше не хайнлайны, раньше были родониты. И мы точно так же, как все, брали на лето на яичко. А потом уже мы заинтересовались Вот они, породами. большие куры, да? Так, сколько им лет тут в среднем-то? Ну, здесь 1,5-2 года есть кому-то. Вот в этом году вы, честно говоря, попали в тот период, когда у нас поголовье обновляется. Ага. И поэтому у нас курочек сейчас не так уж много. Вы видите, что у нас цыплята на замену растут. Вот Здесь- это все на мясо, да, уже? Нет, это не на мясо, это маточное поголовье, А. от которого я сейчас собираю инкубационное яичко и вывожу цыплят. Здесь вот, допустим, вот эти пестренькие вы видите, черненькие, рыженькие, это арпингтоны. Это, относительно редкая порода, вернее, порода не редкая, но окрасы редкие. Мы долго искали эти окрасы. Вот это фарфоровый окрас, там панцелярный окрас, черно-белый, который с зелененьким, черный окрас. У нас были раньше голубые, рыжие. Вот здесь вот, здесь вот осталась у нас старенькая курочка. Вот это 6 лет курочки нашей. Это первая породистая курочка. Нет, не 6 уже, 8 лет ей. Породистая курочка, вот видите, у нее даже Красивая на окрас. глазках морщинки, все. Но она вот у нас уже как символ нашего хозяйства, и она доживет свою пенсию. То есть мы ее и не забьем, и не продадим, она вот так вот у нас и живет. А вообще в среднем как Вообще продуктивность этой птицы считается до 5 лет. А потом уже... Да, она долго, недолго растущая, но, как говорится, намного позже созревает, чем кроссы, допустим, и все такое. И до 3 лет считается у нас, вот здесь, по крайней мере, в Якутии, до 3 лет она еще продуктивная. После 3 лет уже я не вижу смысла держать, надо обновлять.
Но бывают такие варианты птиц, когда нечем обновить и приходится их держать дольше, чтобы вывести от них молодняк. Очень. Вот здесь вот рыженькие вы видите, бегают. Это Да. вот двухмесячные, как раз мясо яичного направления, кроссы, я вам показывала. Которых там мы Голошеечки вот с Да. голыми шейками. Да, да, И да. цветной бройлер. Цветной бройлер называется Red Bro. Они будут чуть-чуть пониже, призимистее, но у них такая плотная тушка будет мясная, и они очень много несут яичка. Очень интересно. Петушки у нас доходят до 6 килограмм, до 5-6 килограмм вырастают. Они это молоденькие Большие петушки вот это, да? стоят, да, они еще вырастут, повыше станут. Так, ну что, время нашего эфира подходит к концу. Я надеюсь, сегодня мы как можно больше постарались показать вам, дорогие телезрители, о том, как можно разводить птицу в домашних условиях. Это несложно, да, Юля? Нет, это не сложно. Было бы желание. Было бы желание и возможность, да? И вот такие милые, чудесные курочки могут быть у вас, а самое главное, они могут размножаться, плодиться и приносить те самые вкусные яички, да? Поэтому следите за нашими новостями, пишите вопросы на нашу инстаграм-страницу. Мы можем связать вас с Юлией, и вы, возможно, приобретете для себя вот таких маленьких, потому что Юля работает, да? Птички есть, маленькие мы видели и перепелок маленьких. Поэтому, если вы отважитесь все-таки стать фермером и разводить вот такую птицу, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы обязательно вам в этом поможем. Ну и что, мы не прощаемся с Юлей, потому что мы увидимся завтра. И завтра мы будем говорить о козочках. О козочках. А козы здесь уникальные. Оставайтесь с нами, до новых встреч. До свидания. Bum 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 bum